Бывает, да? Оставили детей в Алании на любимую заловку, а сами сбежали в гарем к султану Сулейману. Шучу. Мы с сестрой решили восполнить пробелы прошлой поездки 23-го года, и эта поездка оказалась не только красивой, но и очень полезной. Салем жақындарым! Это третья часть наших турецких каникул. Наше путешествие начинается еще в небе. С высоты Стамбул открывается совсем иначе. Мраморное море, береговая линия, портовые зоны, широкие дороги, развязки и бесконечные районы города. Уже из самолета чувствуешь масштаб этого удивительного места, где Европа и Азия встречаются у берегов моря. Стамбул с первых минут показывает свою красоту. Огромный, живой и очень атмосферный город. Мы приземлились. Сейчас идем за багажом. Планируем сегодня попасть во дворец Топкапы. Вначале поедем в отель, доставим багаж свой. Надеюсь, нам позволят оставить его, так как у нас заселение в 2 часа, а приедем мы раньше, 12 часов. Мы вышли и поворачиваемся налево. Нам очень нравится этот город. Оставайтесь с нами. Много интересного увидите. Ставьте лайки, кому нравится. Кому не нравится, можете ставить дизлайки. Это тоже реакция. Так, рядом с аэропортом есть, оказывается, отель. Но мы арендовали далеко от центра. Это для того, чтобы нам было удобно ходить на экскурсии. Говорит, все в шаговой доступности будет. Так, идем к метро. Так, внимательно слушайте. Самый главный маршрут для туристов. Чтобы добраться до центра Стамбула, в район Гульхане, парк Гульхане, улица Фатих, нужно выйти на линию М1 и доехать до станции Ayrılık Çeşmesi. Так, хочу показать вам, где оформлять карточку для метро, для автобусов. Стамбул карт называется. Видите, да? Можно вот здесь, я так поняла, и здесь. Сейчас попробуем вот в желтом терминале. Так, я хочу оплатить. Подожди. Please choose to cut them out. Карта на 1 день. Так, нам на сегодня и на завтра надо, на 2 дня. Вот на 3 дня. А нам немного это на 3 дня? Поэтому говорю, Ну нету на 1 день только.
карточка наша. Ее можно использовать для двоих, для нескольких людей. Так, вот мы вышли нашей линии М4. Доедем вот до этой станции аэропорт. Так, теперь касательно карточек Стамбул карт. Хочу сказать очень важную, очень нужную вещь. Карточка, которую мы взяли, синяя, она идет на одного человека. Чтобы оплачивать на двоих, за троих, нужно покупать красную карту. Сотрудник метро сказал, что она стоит 165 лир, сама карта. Плюс еще нужно пополнять ее. Едем 20 станций. Так, вот мы вышли с аэропорта Чешмесы и пошли направо. Сейчас вот. Это выход. Поднимаемся наверх. Вышли с этого выхода и проходим дальше. Снова вверх. Тоже по эскалатору. Мы поднялись по эскалатору разов 3, наверное. Такое глубокое метро у них. Так, идем на выход, на улицу. Надеюсь, что мы правильно направление идем. Так, наконец-то вышли на нашу станцию Мармарай, которая идет, в общем, из аэропорт Чешмесы Б1, но станция называется Мармарай, которая идет в Искюдар, в сторону Искюдара. Мы выходим на станции Серкеджи. И налево. Он сказал подняться и налево. Вот, значит, вот эта вот станция. Это какое-то вообще запутанное паутина у них метро. Очень неудобное. Я уже запарилась искать пути. Excuse me, can I go from here? Не все отвечают, видите? А внизу парень сам подошел и спросил у меня, чем могу помочь. Объясняю еще раз. Как добраться из аэропорта Сабиха Гукчен до района Султан Ахмед без пробок. Покупаете в аэропорту Истанбул карт, пополняете ее лирами. Садитесь на метро линии М4 прямо в аэропорту и едете до станции аэропорт Чешмесы. Делаете пересадку на линию Мармарай, это подводный туннель, и едете до станции Серкесы. Вы входите наверх, садитесь на трамвай Т1 и едете до остановки Султан Ахмед или Гюрхане. Вот мы там вышли. Мы сперва зашли в наш бутик-отель, оставили чемоданы и сразу решили не терять времени и отправились туда, где вершилась история. Burada İbrahim gibi.
лиры к доллару. Доллар гривен. Так, мы входим на территорию парка. Мы расположены, видите, очень рядом с парком. Мы пошли прямиком в сердце интриг, в гарем. Ребята, там такая атмосфера. В прошлую поездку мы прогулялись по территории дворца, увидели исторические залы, одежду султанов, старинные украшения, драгоценные шкатулки, предметы быта и символы власти Османской империи. Особенно впечатлили экспонаты XVI-XVII веков и атмосфера дворца, где чувствуется роскошь, история и жизнь султанской эпохи. Можете заглянуть в плейлист и посмотреть наше прошлое путешествие. Гульмира, вспоминаешь, как мы здесь ходили? Здесь есть монумент Ататюрку. Так интересно второй раз в жизни находиться в этом парке. Очень красивый парк. Люди отдыхают, гуляют. Здесь фонтан. Красивый фонтан. Все в цветах. Destur! Hazreti Hürrem Sultan Hazretleri! Это кухня, точно. Золотой путь. Алтын жол. Это кухня, точно. А что так к Сулейману не идешь? Султан Сулейману. Стены трогают. Иди, он тебя ждет же.
И пошла, и пошла. Закружила. Это место просто покорило мое сердце. Знаменитая фруктовая комната. Многие туристы думают, что это личные покои самого Сулеймана. Но на самом деле эту красоту построил другой правитель, султан Ахмед III. Но атмосфера гарема здесь чувствуется на все 100. Вы только посмотрите на эту ювелирную работу. Вся комната как расписная шкатулка. Стены из дерева, на которых нарисованы гранаты, персики, тюльпаны. Говорят, здесь султан трапезничал и отдыхал душой. Стоишь тут и прямо представляешь, как на золотых подносах подавали рахат-лукум, щербет и свежие фрукты. Гуляя по этим каменным коридорам, любуясь золотыми надписями и старинными изразцами в гареме, прям чувствуешь эту мощь. Помните сериал «Великолепный век»? Так вот, все это происходило прямо здесь. Мы даже заглянули на султанскую кухню, посмотрели на огромные казаны. Сразу подумала, сколько же бешбармака можно было в них сварить. А за этими решетками видны сундуки с вещами. Böyle bahane ne iş? Böyle yana bahane ne iş? Yapma.
Так, это здание гарема снаружи. С обратной стороны выход из гарема. Это продолжение Золотого пути. Но знаете, что впечатлило нас больше всего? Зал священных реликвий. Дорогие мои, когда туда заходишь, замолкаешь сам по себе. Там царит такая удивительная тишина и благодать. В этом зале хранятся вещи нашего пророка Мухаммеда, саллаллаху алейкум вассалам, мечи его сподвижников и даже посох пророка Мусы. Представляете, вы стоите рядом с историей, о которой мы читали только в священных книгах. И самое удивительное, там круглые сутки, не прерываясь ни на минуту, вживую читают Коран. Голос чтеца разносится по всему залу. И от этой энергетики просто мурашки по коже. Ради таких моментов действительно стоит прилететь в Стамбул. Вышли оттуда с таким спокойствием на душе. Красиво. Все драгоценные камни. Идешь по этим залам и думаешь, сколько же тайн хранят эти стены. Дворец Топкапы поражает не только своей историей, но и отделкой. Мрамор, сине-бирюзовая плитка, каллиграфия, орнаменты и резное дерево. Говорят, здесь даже использовали панцирь черепахи, и это правда.
но не для стен, а для украшения дверей, панелей, шкафчиков и мебели. Поэтому каждый зал выглядит как отдельное произведение искусства. Как ни пытайся стабильно держать. И стабилизатор не поможет. Остальные павильоны уже закрылись. Видите, какая дорога? Камни кривые. Вон наша тетя Гульмира. Самое главное, в гареме побывали. Еще одно мечту осуществила. Спасибо Гульмире, что поддержала меня в этой поездке. Одной все-таки было бы немного одиноко ехать. Ну все. До встречи в следующих годах, в последующих годах. Возможно, я еще приеду. Еще мы приедем с Гульмирой, а может быть с мамой. Мне так нравятся деревья здесь. Мы здесь ходили примерно 2 часа. Вот парадный вход. Я оставила это на конец, потому что знаю, что нам по-любому отсюда выходить, и время не теряла. Просто пока мы доехали до нашего отеля, много времени потеряли. Ой, какая же аллея, это очень красивая. Зеленая, красивая. Все так выстрижено, аккуратно. Все так ухожено. А вот это вот настоящая тропа, которая была тогда, во времена султана Сулеймана. Такая вот кривая. Представляете? Но она настолько кривая. Как они ходили тут. Удивительно. Таких вот старых деревьев очень много здесь. Во многих деревьях расщелины большие. Это уже новые молодые деревца насажены. Это и то они так выросли. Вон как вымахали. Я не знаю, метров 50 точно, наверное, есть. Какие цвета сочные. Передает камера. На Samsung обычно можно, оказывается, хорошо заснять. Знаете, вот вроде бы все хорошо. И красиво, и богато. Но одно обидно. То, что стоимость билета очень высокая для туристов именно.
А для местных, для турков 400 лир, для туристов 2400. Представьте. Вот помножьте на 13,2 или на 13,77. Это в зависимости от курса доллара при конвертации тенге к лире. То есть лиры к тенге. Ну что, Гульмира, как впечатления твои? Понравилось все. Интересно. Соприкосновение с прошлыми веками. Я понимаю это, что мы не вечно, а вот это все остается. Сколько бы веков не простота, все остается. Да, то есть нам нужно созидать, творить, да? Творить для следующих поколений, да? Нужно вот такие красивые вещи, такие красивые места. Народу было много, но по сравнению с позапрошлым годом меньше народу. В июле-августе будет. Погода хорошая. Не жарко, не холодно. А в позапрошлом году мы когда приезжали, было очень жарко, да? Душно ходить было. А сейчас Все такой великие холодок. люди, по которому прошли по этой дороге, мы сегодня с гордостью тоже проходим. Но это уже, конечно, в современные времена сделано. А ты видела дорогу там, какая была кривая раньше? Да. Это А вот ужас. здесь, который кусок, что такое? Это героизм ходить по такой дороге. Это настоящая дорога у них была тогда, такая. да? Просто оставили кусочек, да? Кусочек, да? Оставили? Да. Ну, что было? Я прям влюблена в этот дворец. Столько всего интересного. И я еще вставлю кусочки видео с прошлого приезда. Это было в 2023 году. Если бы это можно было выкупить, да? Ну, они миллионы стоили бы долларов. Смотрите, это что, чашки из бриллиантов? Инкрустированы. Все, мам, отойди. Сам против. Вот это. Нет, мам, можно я с вами? Это трон султана Сулеймана. Он инкрустирован изумрудами. Вот, короче, он такой. Ничего не поняла. А это чья одежда? Короче, султан Мустафа – это родной брат султана Ахмета. Когда султан заходит на престол, после него же его дети должны садиться на трон, а он должен всех своих братьев убить. А он, султан Ахмет... Смотри, как бриллиант блестит. Смотри. Знаете, я приятно удивлена, что вот такие вот пожилые люди здесь ходят. Здесь очень много вот таких пожилых людей.
которые всем интересуются и так одеты красиво. Прям очень приятно смотреть. Мужчина прям как фраер одет, с иголочки. Видно, что семья состоятельная. А Пашка так это... Она его фотографировала. Это, я так поняла, турки. Красивые пары. Это дворцовые ворота. For tomorrow? Yes. De office. Zice că poți să iei bile pentru ea. Bunu parayla veriyorlar, ben de size vereyim. Мечеть Айя София. С обратной стороны идет реставрация. За мечетью Айя Софии дворец Топкапы, откуда сейчас мы вышли. Вот голубая мечеть. Они все очень рядом находятся, а мы недалеко отсюда сняли номер в отеле. И тут же современные эксклюзивные магазинчики. Так, мы зашли с Гульмирой попить чаю в кафешке. Ну, конечно, чай тут турецкий, как обычно. Темный. Мы не привыкли к такому. Está lleno de bichos que no tienen cerebro. Hay pila de insectos que tienen funciones motoras, no tienen cerebro. Поужинали мы в другом месте. Поели дынеры турецкие и пиццу. Хороший, вежливый персонал. Когда он узнал, что для нас это крепко, принес воды кипяченой, чтобы я разбавила. Что хорошо, кафешка находится рядом с нашим отелем. И все это в районе парка Гюльхане.
Мы же казашки, мы просто так гулять не умеем. Наш отдых плавно перешел в бизнес-разведку. Мы пошли изучать места, где продаются знаменитые турецкие кожаные сумочки от Кария. Приценивались, смотрели качество, узнавали, как это все работает. Кто знает, может, это прогулка по магазинам – начало нашего нового большого семейного дела. Как говорят наши аталар, «Арекет тоба берекет» – в движении благополучие. Поездка получилась и для души, и для ума. А как вы считаете, правильно ли совмещать отдых с поиском бизнес-идей? Пишите в комментариях. Станция Бейзик. Здание историческое. Видите, даже штукатурки нету. Так раньше строили. Вот Стамбульский университет. Фасад оставляют в таком виде, чтобы оставался у города исторический облик. Так, мы пришли в магазин Кария Дери. Это фирменный магазин в Стамбуле. В Турции 2-3 магазина, наверное, всего. Мы вот первый магазин зашли. Цены не указаны. Цены озвучивают согласно базе. Видимо, цены меняются. В отличие от казахстанских цен, здесь ниже. Мы искали в Илане, в Анталии. Нету таких магазинов. Прям что чисто Кария, Бутун. Бутун мы не нашли, вот Карию нашли. Под Китай. Китайские профессии, да? И вот сумки примерно стоят $50. Есть такие вот ремни. Если покупаете много, то можно по оптовой цене. Нурика, у тебя есть визитки? У меня закончились визитки. Визитки. Daha biz bu sonradan gönderdiğimiz bütün Ну, было указано, я могла по оптовой цене. Насколько нужно торговаться, насколько купить именно, правда, эту карию. Мы тоже смотрели других. Это все натуральная кожа. Я вам по оптовой цене. Отзывы там ставят. Можно договориться по А цене. так здесь кария не только вот это. Недорого. За $45. Здесь. Да, да. А вот это непосредственно фабричный. Пока мы первый для у нас время для Это именно фабричный магазин оптовый, где оптом закупилась. Нет, это фабричный магазин. Поэтому я вам по оптовой цене.
Не 55, а вот 20 там красиво. Numara şu an yok aynı olmadı. Tutuyor ne? Когда там почему маш? Нет, İrani. дело не в том. Вот İran tabi. Kral. Kral Faysal. Да. Belacı da işte. 40 даже есть еще. He. 40. Ну, хоть сейчас. Hasan kardeşim var. Ага, это 50. Да, тут пряжка такая. Как вот здесь, например, постоянно привозить, поэтому. Bu 100,5 tane elbise geliyor. Şu boy. Şu tane. Гульмира, а нужно в долларах, да, заплатить? Да, было. Ben de umarım bu kadar ama ben o şikanlıklı var. Eğer imadan şikanlıyor, şikanlıklı kadar veriyor. Ну так, мынандай, он тебе как нужен. Пока. Привет. 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 Шкередерем. Шкередерем. Умница, повторяет. Мы прощаемся с Стамбулом, уезжаем. Пришли с отеля, пообедали. Нам нужно ехать на метро, пересадочкой в метро. Очень понравился Стамбул. Второй приезд. Но, конечно, вот так вот есть такие места, так как это торговый город, есть вот такие вот места, когда вот не очень выглядит визуально. Вот так. Вот. Очень много отелей по этим улицам находится. Осторожно, машина. Спасибо. Ой, пожалуйста. Много кафешек. Да. Хорошо. Зазывалась. И вот они поэтому очень вежливые. Спрашивают, как дела, продолжают. Если говоришь, что мы уже поели, они говорят, в следующий раз приходи. Здесь находится метро Мармарай. Мармарай, я так поняла, это метро, которое сверху, которое над землей. Так, смотрите, мы купили Стамбул Кар. Вообще не покупайте никакие другие, только Стамбул Кар. А то по деньгам выйдет вам дороже в 2-3 раза. Если вначале купите просто билет на один раз, который он дороже выходит. 110 лир выходит, если один билет. А так у меня вышел один билет по этой карте. 53 лиры. В 2 раза дешевле. Не попадитесь, как мы.